центра начинает передача. С центра. Пошла. Технические навыки приема передачи мяча как основа лучшего взаимодействия игроков на поле оттачивают воспитанники Академии футбола «Спартак Юниор», среди которых Инсар Гизгиев. В свои 16 лет он мечтает стать профессиональным футболистом. На пути к своей мечте он тренируется по несколько часов 3 раза в неделю. Мы развиваем атаку за один пас и бежим за спину. Вот мы отдаем передачу, ты бежишь за спину своему напарнику. А для чего это делается? Ну, для развития атаки в игре. Мечта попасть в свой любимый клуб, играть в Англии и выиграть Лигу чемпионов. На стадионе пока тренируется одна возрастная группа. На улице быстро темнеет, но это не повод останавливать занятия. На поле появляются спортсмены постарше. Всего в Академии «Спартак Юниор» обучаются около 500 ребят со всех населенных пунктов республики. Магомед Нальгиев, выселение Троицкое. Он нацелен стать высококлассным нападающим. В школе уже посещала позиции нападающий. Если нападающий Открытие филиала Академии футбола «Спартак Юниор» в Ингушетии – это шанс для юных дарований громко заявить о себе на всю страну. Как это сделали братья Бакаевы и Магомед Аздоев, считает Анзор Садеров. Главный тренер АТ «Кузница» футболистов отмечает: ингушские ребята очень талантливые и отличаются лидерскими способностями. Республика дает хорошие кадры футбольные. И неспроста та же Академия Черенкова, другими словами, Академия «Спартак Москва», довольно-таки быстро согласилась сотрудничать с нами и дала согласие на использование своего бренда. Я без ложной скромности могу сказать, что уже сегодня это, наверное, больше, я буду откровенен, это нисколько сейчас не наша заслуга, как работников Академии. Это больше говорит о том, что здесь есть талантливые ребята, просто мы должны эти таланты развивать и находить. Обучение в Академии проходит 10 возрастных групп. Наставников для всех тоже хватает. Их пригласили из разных регионов страны. Помимо стадионов в Магасе, юниоры проводят тренировки и во Дворце спорта. И по словам Магомед Амина Евлоева, останавливаться на этом они не собираются. Академия обеспечена всем необходимым: мячи, барьеры, конусы, фишки для дриблинга и тренировочные лестницы. Да и вообще, работая в тесном взаимодействии с одним из ведущих клубов России, это большие шансы выйти на мировой уровень футбола. Если честно, у нас очень талантливые дети. Даже тренера, которые приехали из других регионов, не ожидали, что у нас есть такие дети. Подтверждение тому, что мы уже на протяжении этого маленького периода, который мы работаем, мы уже нашли тех детей, которые мы уже можем отвезти в Москву. Вот мы ждем, пока мы сделали заявку уже, и ждем, пока нас приглашат. Нам очень сильно оказывает поддержку фонд «Борись и побеждай». С их помощью, своим ресурсом мы все-таки добились того, чтобы у нас в регионе открылась школа. Поиск юных талантов в школе начали в августе. Набор учеников еще не окончен. Ему нужно прийти к нам, заполнить анкету. Мы его определим в ту или иную группу, возраст, в соответствии с его возрастом, умением уже играть в футбол. Ну и, соответственно, уже учеба, где с профессионалами футбола, которые мы привлекли с других регионов, в частности Москва, будет тренироваться под их контролем. Идея запуска такого проекта в нашем регионе появилась задолго до пандемии, но вмешался карантин, и весь процесс тогда приостановили. Открытие Академии «Спартака» в республике станет еще одним шагом в развитии этого вида спорта среди подрастающего поколения. И можно с уверенностью сказать, ингушский футбол выходит на новый уровень. Зелимхан Калоев, Адам Мережков, Магомед Дидигов, Новости 24.